На улице установилась теплая погода и начались майские праздничные дни. А это лучший повод выбраться в лес на шашлыки. Но любителям мяса необходимо знать целый ряд правил. За их соблюдением следят надзорные органы и лесники. Сегодня они вышли в первые рейды. С ними отправился и мой коллега Иван Кривошапкин. В праздничный день многие наслаждаются отдыхом в небольших семейных и дружеских кругах. Но если для кого-то теплая погода – повод насладиться природой, то для других – серьезная работа. Начало майских каникул Александр отмечает вместе со своими друзьями. Как и все, отнесся к профилактике с позитивом. Ведь знает, что эта информация поможет спасти лес от огненной стихии. Согласен, полезно. Так как, пожары сейчас будут летом участиться, людям нужно знать, что нельзя окурки кидать на землю и прочее. В специально отведенных местах. У нас хорошее место, сами видите, снег вокруг. Костер не собираемся разводить. Многие оказались весьма рассудительны и уже осведомлены о базовых правилах нахождения в лесной местности. Но мало кто знает, что жарить шашлыки можно не везде. В соответствии с распоряжением окружной администрации города Якутска определены места отдыха для населения по следующим направлениям. Микрорайон Кангаласы за причалом погрузки угля. Покровский тракт 20 километр и 25 километр. Намский тракт 22 километр. В этих местах разрешено находиться в любое время, даже в период, когда вводится в городе Якутске особый противопожарный режим. Инспекторы напоминают, разводить костры даже на разрешенных территориях можно не везде. Мангалы советуют ставить вдали от деревьев. Для них есть специальные места. Жарить шашлыки можно только на углях. Дрова категорически запрещены. Также отдыхающие должны максимально обезопасить эту зону, предусмотрев небольшой ров. Обязательно иметь под рукой воду для тушения. Вместе с инспекторами по надзору в рейд вышли представители якутского лесничества. Дней через 10 весь снег сойдет. И тогда мы уже начнем отдельное патрулирование именно по лесному фонду. И вот у нас тоже довольно строгие меры административного воздействия. Не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности. Нарушителей ждут серьезные наказания. Физические лица могут получить штраф до 3000 рублей, должностные до 20, а юридические заплатят до 200 000 рублей. Иван Кривошапкин, Александр Князев, Вести, Якутск.